Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Шашку и абхазский посох вручили новому главе Абхазии. Сегодня состоялась инаугурация президента Рауля Хаджимбы. Поздравить своего коллегу со вступлением в должность приехал глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. За победу на федеральных олимпиадах школьники получат по 100 тысяч рублей. Такое предложение сегодня поддержали в правительстве Северной Осетии. Республиканские власти намерены активно внедрять практику поощрения талантливых детей. Автопарк Североостинского МВД пополнился новыми машинами. Служебный транспорт получат подразделения в каждом районе Северной Осетии. Автомобили выдали в рамках единого государственного заказа. Эти и другие темы далее подробно. Инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимбы состоялась в Сухуми 25 сентября. Церемония прошла в Большом зале Кабинета министров в присутствии членов Верховного суда. Хаджимба принес присягу на верность народу и государству, после чего ему вручили штандарт и печать с изображением герба республики. Избранному главе Абхазии также вручили национальные атрибуты власти – шашку и абхазский посох. Напомним, Хаджимба набрал 56% голосов избирателей на прошедших 24 августа внеочередных президентских выборах. На инаугурации присутствовали помощник президента России Владислав Сурков, представители Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, а также главы республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Со вступлением в должность Рауля Хаджимбу поздравил и глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров. Фатима Дзываева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Талантливых детей будут поощрять грантами. Такое предложение сегодня поддержали на заседании правительства Северной Осетии. Школьники, которые станут победителями всероссийских олимпиад, смогут претендовать на денежное вознаграждение. Для этого ученик должен пройти все этапы республиканских конкурсов, а затем стать лучшим на федеральном уровне. Только в прошлом году североостинские школьники дважды становились победителями по русскому языку и химии. За победу на олимпиаде каждый ученик получит по 100 тысяч рублей. На поддержку талантливой молодежи из республиканского бюджета ежегодно планируют направлять около 5 миллионов рублей. Идея премирования победителей школьных олимпиад принадлежит Министерству образования и науки Северной Осетии. Начиная с этого года мы будем финансировать всех, кто стал призером, победителем федерального этапа олимпиады, Всероссийской олимпиады по различным учебным предметам. В принципе, эта работа проводится уже давно. Ряд лет мы премируем всех детей, которые становятся победителями, призерами на уровне республики. Но теперь мы приняли решение о том, что необходимо поддерживать талантливых детей, которые могут стать победителями на федеральном уровне. Автомобиль ГАЗ-3307, автозак 1 единицу. Новые автомобили сегодня получили сотрудники МВД. Служебный транспорт выдали в рамках единого государственного заказа. Таким образом, автопарк сотрудников правоохранительных органов пополнился сразу на 58 машин. Среди них марки ВАЗ, УАЗ и ГАЗ. Сейчас новый транспорт передан в районы республики. Эти транспортные средства в основном были распределены участковым. В течение этого года, это у нас не первая акция, мы 118 транспортных средств уже выдали. Машины были отечественного производства, Лада Гранта, Лада Приора, автомашины УАЗ и Газель. Гособоронзаказ для России – своего рода нововведение, которое еще не показало своей эффективности. Основная цель – обеспечить весь технологический цикл военной техники от проектирования и обслуживания до утилизации. Однако и здесь есть пробелы. Программа очень новая, и, как у нас говорят, первый блин комом. Но совсем комом его тоже нельзя назвать. Есть погрешности, есть дыры в этой программе. То есть, по данным генпрокурора Российской Федерации Чайки, он отметил то, что в этом году уже 800 человек было привлечено к уголовной ответственности по этому вопросу. В нашем регионе при первичном анализе этого вопроса, конкретно по гособоронзаказу, ошибок не выявлено. В прошлом году Владимир Путин поручил генпрокурору Юрию Чайке взять под особый контроль ситуацию в ОВК и выполнение гособоронзаказа. Надзорное ведомство проверило более 100 предприятий. Юрий Чайка отметил, что с начала этого года уже выявлены более 7 тысяч нарушений закона. 800 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. В Северной Осетии пока фактов нарушения гособоронзаказа не выявлено. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Получить загранпаспорт, подать налоговую декларацию и пройти техосмотр. Все это и многое другое стало возможным, не выходя из дома, благодаря порталу Госуслуги. Воспользоваться сайтом несложно, но и не слишком просто. Для этого вначале нам нужно зарегистрироваться.
В первую очередь вводим фамилию, имя и номер телефона. На него сразу придет специальный код. Затем придумываем пароль для учетной записи. После вводим в специальную анкету паспортные данные и номер страхового полиса. Теперь, когда все поля заполнены, отправляем документ на проверку. Система должна одобрить личные данные. Успешную регистрацию подтвердит СМС-уведомление. Это значит, второй этап пройден. Вся процедура займет не более 15 минут. Он позволяет заявителям, гражданам подавать в электронном виде заявления в те или иные государственные органы, муниципальные органы, смотреть информацию о предоставляемых услугах, ознакомливаться с процедурой предоставления этих услуг и непосредственно направлять заявление на получение этих услуг. Заявление приходит в электронном виде в то или иное ведомство, где оно рассматривается. Заявитель, в свою очередь, получает информацию о ходе рассмотрения своей услуги, то есть статус рассмотрения этой услуги, и в конечном итоге потом получает результат этой услуги, если это не запрещено федеральным законом. Для того, чтобы пользоваться всем перечнем услуг портала, необходимо пройти третий этап регистрации. Нужно подтвердить личность. Сделать это можно 3 способами. Обратиться лично в один из центров обслуживания, получить код подтверждения заказным письмом через Почту России, а также с помощью электронной подписи или УЭК. Мы обратились в Центр обслуживания Ростелеком. Сейчас процедура она максимально упрощена. Нужно прийти к нам в удостоверяющий центр, предъявить паспорт и СНИЛС, и по ранее заведенным данным мы вас находим, идентифицируем и подтверждаем вашу регистрацию. Что это сегодня дает вам? Дает возможность открытия личного кабинета, выбора услуг и управления услугами. После подтверждения личности пользователю доступен полный перечень государственных услуг. Электронным ресурсом в Северной Осетии, к слову, пользуются свыше 25 тысяч человек. Наша республика является одним из лидеров по количеству зарегистрированных пользователей. Их число постоянно растет. Уже разработано и мобильное приложение. Оно позволяет пользоваться услугами в любое удобное время и в любом месте. Ирина Дзабаева, Цамас Шипшев, Осетия ТВ. Чужого горя не бывает. Под таким девизом в Северо-Остинском государственном университете прошел благотворительный концерт в помощь беженцам из Украины. В нем приняли участие воспитанники детского центра творчества «Заря», лауреаты и дипломанты международных и всероссийских фестивалей и олимпиад. В зрительном зале собралось много людей – члены общественных организаций, военные, студенты и школьники. На сцене и в фойе были установлены урны для добровольных пожертвований. Идея мероприятия появилась в Общественной палате, чтобы привлечь внимание общественности к самому горю, к самой людской трагедии. То есть понятно, что цены у нас на концерт были чисто символические, но нам прежде всего надо было обратить внимание, что есть эта трагедия, что люди пострадали. Что много детей, которые нуждаются в детском питании, люди нуждаются в теплой одежде. За 2 часа до начала концерта в фойе развернулся пункт сбора гуманитарной помощи. Люди приносили теплые вещи, средства гигиены и детские принадлежности, необходимые пострадавшим на Украине. Ирина Дзабаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.